В Музее истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского открылась выставка, посвященная 90-летию со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, народного артиста ЯССР, лауреата Государственной премии Республики Саха-Якутия имени Платона Аюнского, писателя Гаврила Колесова. Сын колхозника еще ребенком увлекся народными песнями и сказками. Слушая, Алан Хасутов запоминал сюжеты и песни. В 1954 году впервые исполнил Аланхо Нюргун Батур Стремительный Платона Аюнского. По самородке из народа материал Ирины Григорьевой. Здесь его блокноты, записная книжка. Экскурсовод Виктор Николаевич в перчатках достает бесценный экспонат. Это рукописи величайшего из Алан Хасутов 20 века. Самородок из народа Гаврил Колесов был не просто артистом, певцом, писателем. Он внес огромный вклад в сохранение якутского языка и национальной культуры. В 1954 году впервые исполнил Аланхо Нюргун Батур Стремительный Платона Аюнского. Работал артистом в Якутском драмтеатре. Им создан целый ряд острохарактерных образов в драматических и музыкальных спектаклях. Каждый образ – эталон для последующих поколений артистов. Рукописи, они действительно работают как машина времени, особенно если их читать, если вникать в них, потому что это позволяет человеку погрузиться в, скажем так, заглянуть в голову очень неординарному, одаренному человеку. Судьба вела Гаврила Колесова через множество испытаний. Закончил он всего 3 класса. Малолетку назначили поводырем быка, носильщиком еды сенокосчиком, сборщиком колхозных урожаев, а дома он ухаживал за детьми старшей сестры. В 15 лет он возглавил художественную самодеятельность родного села Батора, а в 16 лет стал завклубом. Сдавая в якутское колхозное мясо, однажды он решился пройти прослушивание в радиокомитете у Галины Кривошапко и был принят в хор. Дальнейшая карьера была стремительной. На выставке представлены книги, рукописи, награды Гаврила Колесова. Около 100 фотографий, личные вещи, которые на выставку передала его дочь Оксана Гаврильевна. Но главное его наследие – это его голос. В 1968 году он записал полный текст «Аланхо Нюргун Батур Стремительный». Необычно образный, музыкальный, сочный, родной якутский язык. Сокровищница великих устных сказаний. Аланхо Платона Аюнского Нюргун Батур Стремительный в исполнении Гаврила Колесова – это уникальный шедевр, записанный на грамм-пластинках фирмы «Мелодия» в 1968 году. Его дочь Оксана Гаврилевна Колесова в то время училась в специальной школе при Государственной консерватории имени Римского-Корсакова. С теплотой вспоминает то время, когда они были вместе. Отец тогда был в прекрасной творческой форме, вспоминает дочь. Народный артист учил и вникал в текст этого Аланхо на протяжении 15 лет. Работа в звукозаписи длилась почти месяц. Это был уникальный творческий подвиг уникального человека. До сих пор остается загадкой, как Гаврил Колесов мог запомнить 36 тысяч стихотворных строк и воссоздать своим голосом партитуру всех персонажей гигантского эпоса «Аланхо». Необычные колоритные образы созданы Гаврилом Колесовым. Легендарного Нюргуна, юного Юруньолана, красавица Туяры Мако, женщины-богатыря прекрасна Квис Нюргун, богатырей Нижнего мира. Вот Усутакай, Эсех Харбия и многих других. Запись, конечно, она уникальна сама по себе, потому что, по-моему, даже ни у одного народа, населявшего тогда Советский Союз, нет такой качественной, высококачественной, можно сказать, даже мирового уровня записи. Потому что один человек, который исполняет на протяжении такого большого количества времени, с большим воодушевлением, настолько... Люди, даже не знающие языка, даже иностранцы, они чувствуют эту энергетику, которая передается. За кадром титанического труда стерлись многие факты. Например, легендарный зал придворной капеллы не подошел для записи певца-декламатора. Приходилось даже перед записью выносить на сцену огромные деревянные акустические щиты и сооружать из них подобие шалаша, а по окончании записи демонтировать. И даже с оформлением пластинки связано много историй. Мною найдена в нашем архиве открытка
от Пухова, научного руководителя записи, который уже после окончания записи отправил письмо, поздравление с 7 ноября, и в нем он сетовал на то, что не прислушались к его мнению и взяли в оформители, то есть в иллюстраторы этой записи и содержание Аланхо художника-графика Валериана Васильева. Но это совершенно правильный, единственно возможный, как теперь показало время, выбор именно графического видения, потому что мне кажется, что графика, она передает какие-то архаичные черты древности. Главным делом жизни Гаврила Колесова была популяризация Алонхо. Народный артист знал и исполнял Алонхо многих авторов. Эти записи есть в фондах радио. После первых передач начали мешками приходить письма от восторженных слушателей из разных уголков республики. Люди собирались у радиоприемников в клубах, сельсоветах, всюду, где только были громкоговорители. Они все вместе слушали. Это был такой-то, какая-то вот каждый день была какая-то акция по возрождению и звучания, и знакомства всех, и все вбирали в себя. Ну вот получилось так, что вот в крови у нас остался этот эпос благодаря вот такому невероятному подвигу нашего Гаврила Гавриловича Колесова, который благодаря своим природным гениальным способностям абсолютного слуха, потому что это невозможно. Вот даже Марк Николаевич Жирков, он всегда ходил со скрипочкой, да, чтобы и ноточку подобрать, вот какая там нота-то, чтобы записать ее. А этот человек, у него просто была, он весь был как вбирающий музыку, вот этих, все тонкости. Известно, Аюнский как-то пророчески предрек, что скоро родится тот, кто сможет исполнить его Алонхо целиком. И это сделает Алонхо бессмертным. Нам повезло. Мы обладаем живым наследием, оставленным двумя уникальными людьми – Платоном Аюнским и Гаврилом Колесовым. Ирина Григорьева, Григорий Николаев, Георгий Григорьев, Якутск. Действительно уникальные кадры. Да. А послушать звук еще из пластинки, это дорогого стоит.